11 октября корабли Краснознаменного Балтийского флота начали историческое выдвижение в новые порты и базы, обеспеченные Советскому Союзу по договорам с дружественными прибалтийскими государствами. Согласно пакту о взаимопомощи, Эстонская республика обеспечивает за Советским Союзом право иметь на эстонских островах Эзель-Даго и в городе Балтийский порт базы военно-морского флота и несколько аэродромов на правах аренды. Заключение пакта о взаимопомощи между Советским Союзом и Эстонией свидетельствует о том, что советское правительство, обеспечивая безопасность своей страны, готово встать на защиту малых государств, отстаивая их независимость от посягательств империалистических держав. Октября корабли прибыли в Таллин, столицу Эстонии. При проходе на рейд был произведен салют нации. Советские корабли встречали представители военно-морского командования Эстонии и сотрудники полпредства. Октября на Таллинском рейде появилась советская эскадра Балтийского флота. Корабли прибыли с визитом представителей эстонского морского командования во главе с командующим эстонским морским флотом. Как обычно, река осторожно грозит. Колючая проволока отделяет две страны. Сегодня, осуществляя условия пакта о взаимопомощи, советские войска должны вступить на территорию дружественной Эстонии. На проводы частей Красной Армии прибыли
командовании Ленинградского военного округа во главе с командармом второго ранга товарищем Мерецковым и представители партийных и советских организаций. 8 часов утра. На Нарвском шоссе на линии государственной границы вышли представители Эстонии, генерал-майор Пулк и майор Иргман и капитан пограничных войск СССР товарищ Смирнов. Здесь же присутствует полпред СССР в Эстонии товарищ Никитин и секретарь полпредства товарищ Зяев. Обращаясь к полковнику товарищу Бородкину, генерал-майор Пулк приветствовал вступление советских войск на территорию дружественной Эстонской Республики. Через границу шли эшелоны с боевым снаряжением и имуществом. Части Красной Армии идут в образцовом порядке. Они несут народу Эстонии мир, спокойствие и дружбу народов Советского Союза.
одновременно Парижскому шоссе двинулись в Эстонию бронетанковые части. Тепло провожали своих сынов, уходящих в поход, колхозники пограничных деревень. На территории дружественной Эстонии советские войска двигались по точно установленному графику. На каждом перекрестке стояли регулировщики, указывавшие колоннам путь. Последний привал. В походной кухне приготовили вкусный горячий обед. Части Красной Армии живут своей обычной жизнью. Минуты отдыха используются полностью. Переход закончен. Прибыли на место назначения. Части Красной Армии размещаются в общественных зданиях и в пригородных дачах, расположенных в живописных приморских курортах Эстонии. Можно располагаться на новоселье.
место жительства обживается очень быстро. Все должно быть в идеальном порядке. Теперь можно в порядок привести и себя. Поход окончен, и сапоги должны блестеть, как на параде. Все стало на свое место. Начинается нормальная жизнь. Размещенные на базах Эстонии красноармейские командиры могучей Красной армии, краснофлотские командиры Большого военно-морского флота, как и вся Красная армия Советского Союза, всегда готовы дать отпор любому врагу.